В нашем Отечестве солдаты издревле пользовались неизменным уважением народа, а трудная и опасная миссия защищать Родину всегда считалась одной из самых благородных. Отрадно, что это мнение передается из поколения в поколение, и слово «патриотизм» для современных ребят наполнено особенным смыслом. Сейчас все больше парней старается отслужить, нежели откосить от армии. Учился я в Сибайском многопрофильном колледже автомеханика. Отучился, получил диплом недавно. Потом отучился еще также в автошколе на категории С от военкомата. Пришло время идти в армию, получается. Хочу служить в элитных войсках, как спецназ, ВМФ, ВДВ. На данный момент собираюсь идти водителем туда. Плохо не служить, как это обязанность мужчины, получается. Все должны служить. Это священный долг каждого мужчины. Иду добровольно в армию. Также бы хотелось попасть в спецназ, либо в ВДВ. Иду с большим желанием и куда я планирую. Настроение хорошее, бодрое, ничего не боюсь, ко всему готов, к моральному и физическому труду готов. На торжественную отправку новобранцев пришли представители городской администрации, духовенства, воины-афганцы и, конечно же, близкие для ребят люди, их родственники и друзья. С напутственными словами выступил военный комиссар по городу Сибай и Хайбулинскому району Ренат Забиров. Настала ваша очередь защищать наш мир и с честью и достоинством исполнить свой воинский долг. Желаю вам успехов в нелегкой военной службе и через год возмужавшими настоящими мужчинами вернуться к своим родителям. Успехов вам! Всего доброго! Отметим, что особенностью весеннего призыва 2015 года, так же как и прошлого, станет возможность выбирать способ прохождения военной службы. Имеющие высшее образование могут служить в течение 1 года или же по контракту в течение 2 лет. О своем желании нужно заявить в приемной комиссии. По словам сотрудников военного комиссариата, все новшества, которые вводятся в последние годы в российскую армию, направлены прежде всего на создание комфортных условий для солдат. Еще одно нововведение сегодняшнего призыва – будущие солдаты вместе с военным билетом получили треугольные письма от ветеранов Великой Отечественной войны. Скупые мужские рукопожатия, не скрывающие слез от разлуки женщины, мамы, бабушки, любимые девушки. Несмотря на то, что военнослужащие находятся на полном обеспечении, родные в дорогу передают разные вкусности. Уже через год провожающие встретят настоящих бойцов, с честью выполнивших свой долг перед великой страной Россией. Алина Полянская, Гуль Хамитова, Дамир Хайбулин, телекомпания СТВ.